Мечеть стоит, здесь мост, и здесь ступеньки на набережную. Они говорят, давай ступеньки развернем вот так, и получается дорога к храму. О реконструкции Владикавказской мечети говорили Юнусбек Евкуров и Хаджимурат Гацалов. Муфти Северной Осетии побывал в Ингушетии. Сотни тысяч молодых людей собрались в Сочи. Там проходит Всемирный фестиваль молодежи и студентов. С правой стороны или стоят, с западной стороны шли стоят. Ветер, ветер, ты могуч, ураган в Ингушетии. Последствия сорванной крыши частных домов и зданий госучреждений. Мы с ребятами любим маршировать, а так у нас атмосфера дружная, все веселятся, думаю, что это была хорошая идея. Новобранцы, стройтесь в ряд в юнарнии пополнения. В Суздальской школе прошел смотр ребят, желающих пополнить ряды патриотического движения. Наши прадеды и деды могли называть 27-го, 37-го, 40-го своего прадеда. Родословная ингушских тейпов в Краеведческом музее ведут сбор материалов для анализа генеалогических древ представителей различных фамилий. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. В Магасе состоялась встреча Юнусбека Евкурова с муфтием Северной Осетии Хаджимуратом Гацаловым. Основной темой встречи стал ход реконструкции мечети Владикавказа. По словам Хаджимурата Гацалова, в настоящее время древнейший храм на стадии наружной и внутренней отделки. Муфти также отметил, что к зиме они планируют завершить работу. Руководитель субъекта поблагодарил религиозного деятеля за визит в республику. То, что вы делаете для мусульманской уммы Северной Осетии, независимо от национальности, вызывает искреннее уважение. Я ценю то, что вы с первого дня восстанавливаете самый главный мусульманский храм во Владикавказе, отметил глава. Он подчеркнул, что в строительстве этой мечети много лет назад принимали участие и ингуши, которые в то время жили во Владикавказе. Громадный объем работ сделаны, и с вашей помощью. На сегодня мы его каркас закончили. Мы сейчас его отделаем в камне, в граните, сделали ступеньки. Вот там такое уникальное решение сделали ребята, наши архитекторы городские. Мечеть стоит, здесь мост, и здесь ступеньки на набережную. Они говорят, давай ступеньки развернем вот так, и получается дорога к храму. Ты выходишь с моста, у тебя варианта нет, идешь. И так красиво получилось. Вот мы в Черне закончили. И хотим площадку сделать перед мечетью красивую. В общем, за 2 года мы сделаем полностью мощнейшую реставрацию. Мы к вам относимся с уважением, с большим мало руководителей, которые делают для народа то, что им надо делать по службе своей государственной, по своему положению, но еще исходя из религии. Вы один из таких. Мы давно уже вместе работаем, и вы один из таких самых таких и принципиальных, и честных, и справедливых священнослужителей. И, конечно, у нас поэтому сложились вот такие добрые, хорошие отношения. И то, что вы делаете для мусульманской уммы, это дорогого заслуживает, и уважение в том числе заслуживает. И особенно то, что вы с первого дня восстанавливаете самый главный храм. Как сделать мир лучше? В Сочи открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он проходит в России уже 3-й раз. В этом году фестиваль побил все рекорды по числу стран-участниц. В Сочи съехались десятки тысяч молодых людей из всех стран мира. Цель мероприятия – объединить молодежь планеты и помочь им воплотить в жизнь все самые смелые мечты. Для гостей из-за рубежа это отличная возможность поближе познакомиться с Россией. В фестивале принимают участие ингушская делегация. Нашему региону выделили 45 мест. Юнусбек Евкуров также принял участие в официальной церемонии открытия молодежного слета, которая была посвящена самым острым проблемам современности. Республика, как один из самых молодых субъектов страны, также отдельно представлена на выставке достопримечательностей региона в России, где Ингушетия презентует свои масштабные инновационные проекты. Это компьютерная игра, разработанная ингушскими ребятами.
«Дизель Ганс» и второй проект, уже связанный с годом экологии, «Школа ресайлинга». Для участников подготовлена насыщенная программа, различные дискуссии, круглые столы, выставки, музыкальные фестивали. Организуют встречи с известными общественными и политическими деятелями. Фестиваль продлится до 22 октября. Одновременно очень много идут образовательных площадок, одновременно идут, постоянно. То есть я как уже перечислил, это экономика, экология, технологии будущего. То есть их очень, ряд целый большой. 1200 спикеров за неделю здесь должно посетить. Вот с минуты на минуту должен приехать, это министр иностранных дел Сергей Лавров. Ждем его сейчас, сегодня вечером. Также на фестивале молодежном представлены выставки регионов России, всех регионов России, где гости могут, иностранные наши гости могут ознакомиться с культурой, обычаями, традициями в целом с регионами России. Также и наш регион представляет свою выставку, где мы презентуем, это туризм, производство наше местное, это сад-гигант, продукция, и многочисленные молодежные проекты. Это компьютерная игра, то есть компанией разработана Интензибан. Это проект климатового атома, проект экологии. В целом идет активно наша молодежь, обменивается опытом с молодежью других стран. Совместными усилиями пытаясь решить проблемы, сегодня насущные проблемы нашей планеты. Жителей Ингушетии сегодня разбудил штормовой ветер. Его последствиями стали сорванные крыши частных домов и зданий госучреждений. Стихия повредила кровли двух общеобразовательных заведений в Назране и Альтива. Последствия непогоды зафиксировали сотрудники МЧС. Репортаж Микаила Тангиева. Утро понедельника встретило жителей республики с сильнейшим порывом ветра и дождем. Непогода обрушилась практически на весь регион. Удара стихии не выдержали многие образовательные учреждения, в их числе и 14-я Назрановская школа. Ветер нанес ощутимый ущерб крыши здания. Листы кровли сорваны и лежат прямо во дворе школы. Занятия в школе заметно сократили, безопасность детей на первом месте, поэтому важно не допустить дальнейшего падения кровли. С фасадной части с правой стороны еле стоят, с западной стороны шелестят. Последствия разрушительной силы ветра можно сразу заметить и в третьей школе. Это, к слову, происходит уже не впервые, но на этот раз ураганный ветер снес значительную часть крыши здания. Порыв ветра был такой силы, что от деревянного каркаса остались одни щепки. И теперь крыша представляет собой один только бетонный монолит. Здесь на месте работают и сотрудники МЧС. В 6:20 поступила информация на ЕДЭС, на пульт ЕДЭС города Назрань. Произошло, повреждение кровли в средней школе номер 3 города Назрань. По данному происшествию на место выехала оперативная группа ЦУКС. В связи с частыми погодными капризами сотрудники МЧС рекомендуют максимально исключить пребывание на улице и избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами до конца суток. Микаил Тангиев, Рамзан Зурабов, Новости 24. Если на равнине бушевал ветер и шел ливневый дождь, то жители горной части Ингушетии были удивлены другими погодными условиями. Первый снег выпал в Джаразском районе. Снежный покров будет недолгим и вскоре растает. В ближайшие дни ожидается потепление. По прогнозам синоптиков, снег, который будет идти сегодня ночью, постепенно сменится дождем. Температура повысится, и уже завтра ненастье уступит ясной погоде и снова выглянет солнце. Все проблемные вопросы, поступившие на программу «Диалог с народом», легли в зеленые папки. Об этом главе региона доложили премьер-министр и начальник общественной приемной главы. По ее словам, практически на все вопросы заявителям даны разъяснения, в числе которых и письменные ответы. На некоторые из них сняты репортажи и показаны по местным телеканалам. Вручать зеленые папки Юнусбек Евкуров планирует не только главам городов, районов республики, главам муниципальных образований, но и различным министрам.
Зеленые папки – это аналог зеленых папок президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которые также будут вручаться всем органам исполнительной власти, главам муниципальных образований, в компетенцию в которых входит решение тех вопросов, которые там будут написаны. Вопросы, которые содержатся в зеленых папках, это вопросы, которые были заданы главе Республики Ингушетия в рамках телепередачи «Диалог с народом». То есть в течение 2 недель до эфира и во время эфира, то есть который колл-центр собирал. Практически по всем вопросам, которые мы собрали, их около 500, были даны разъяснения, ответы, кроме повторных вопросов или вопросов заявителей, которых захотели остаться анонимными или не дали своего адреса. На все остальные вопросы мы уже ответили в письменном виде. И, в принципе, работа идет, работа сделана оперативно, быстро. По многим из этих вопросов были сняты видеосюжеты, которые были показаны по телевидению в новостных лентах. Глава подчеркнул, что работа по исполнению поручений, данных в рамках программы «Диалог с народом», не ограничивается ответами и решением обозначенных проблем. Важно анализировать всю работу и делать выводы, в том числе и кадровые. Если из эфира в эфир люди обращаются с одними и теми же проблемами, надо выяснить причины и определить круг ответственных лиц. Здесь уже сколько времени прошло, Руслан? Вы как отвечаешь за это направление, как председатель комиссии по устранению или решению всех этих вопросов, уже должна быть какая-то определенная конкретика. Что мы сделали за это время? Мы же много работы делаем. Есть передачи по телевидению, есть еще что-то. Вы на своем уровне проведите совещание и уже какие-то итоги. Как у нас это все произошло? Что сделано? Какие вопросы? Что за вопросы? И здесь обязательно у нас есть деление, по каким министерствам, ведомствам больше обращаются. Есть те министерства рабочие, которые в ежедневном ритме работают. Это Минтруд, это Минобразование, Минздрав, это Минэкономики, в части касающейся поддержки малого и среднего предпринимательства, это Минсельхоз, в части касающейся поддержки КФХ или укрупнения ГУПов, еще какие-то вопросы. Это пенсионный фонд, это разные направления, с десяток. Поэтому надо делать анализ, почему эти обращения происходят именно к главе республики. Почему тогда они не работают, свою работу должным образом делать. Почему? Потому что многие вопросы они такие, такого не совсем серьезного характера. Это уровень даже не министра, а уровень руководителей на местах, в муниципальных образованиях, в районах руководств. И, конечно, оценка деятельности глав муниципальных образований, когда их вопросы выносят на уровень главы республики. Тоже надо разбираться, почему такое происходит, в чем причина. И мы когда наша задача не только сделать, пойти навстречу населению, исправить какие-то проблемные вопросы. Наша с вами задача в другом стоит. Именно сделать анализ и разобраться, а почему, уважаемый руководитель, гражданин ждет обращения главы республики, представителя правительства или куда-то. То есть почему вы не решаете эти вопросы на местах? В чем причина? Вот о чем должен быть. И здесь по итогам этого мероприятия всего должно быть даже определенное кадровое решение, должна быть какая-то дисциплинарная практика. Кого-то порешить, кого-то наказать. Срок до 30 числа отслеживать каждый раз. Я вижу, что работа идет, но тем не менее до 30 числа собрать на одном из расширенных заседаний именно этот вопрос вынести. Чтобы там присутствовали все министры, руководители заседания правительства, проработать этот вопрос. Ингушский певец Рахман Беков попал в аварию. ДТП произошло на дороге Икажево-Назрань. Из-за плохих погодных условий Беков не справился с управлением, и автомобиль, на котором ехал певец, слетел с моста. Сейчас Рахман находится в больнице. По словам врачей, состояние пострадавшего стабильное. Рахман Беков, солист Государственной филармонии Ингушетии, принимал участие во многих всероссийских вокальных конкурсах и фестивалях.
Сотрудники МВД провели спецоперацию по освобождению заложников. Вооруженные бандиты захватили здание Малгобекской районной администрации. Преступники заявили, что отпустят заложников лишь после того, как будет выплачен выкуп. Легенда учения захватывающая. Справились ли оперативные службы со своей задачей, узнаем у Руслана Албагачиева. Это утро в городе воинской славы началось с воя сирен. К районной администрации подтягиваются городские службы МЧС, кареты скорой помощи, Национальная гвардия, спецподразделения. Условно в здании бандиты, которые удерживают заложников, выдвигают свои требования. $3 миллиона, коридор до аэропорта Магаз и воздушное судно. Сколько у вас заложников? На кону жизни людей. Тянуть времени нет смысла. Задача командира среагировать быстро и грамотно, что он и делает. К штурму готовы? Готовы. Приступить к штурму. 3, 2, штурм! Штурм! Здесь были отработаны слаженные действия штурмовой группы и группы конвоирования, которые быстро досмотрели и эвакуировали его с места проведения специальной операции. Также на втором этаже административного здания был обнаружен второй террорист. Такими же умелыми действиями был задержан оперативно. Бандитов удается быстро обезвредить и вывести из здания. Их обыскивают и увозят на спецмашине. Освобожденных заложников уже ждет карета скорой помощи. Но на этом операция не заканчивается. По информации, в здании есть пострадавшие из службы. Спасение приступает к своей задаче. Спасатели разбираются в здании через окно на втором этаже, а пожарные проникают через запасной вход. Команда начинает ликвидировать последствия условного возгорания. Условный пожар на втором этаже был ликвидирован. Пострадавшие были эвакуированы спасательными подразделениями города Малгобек. Задача, поставленная перед пожарно-спасательными формированиями, были выполнены в полном объеме. Эта проверка стала настоящим испытанием готовности экстренных служб, ведь тактические учения до сих пор проходили в штатном режиме с предварительным уведомлением всех участников. Учение направлено антитеррористической направленности. Как вы видели, сегодня тема сегодняшнего учения – это захват заложников, освобождение заложников. Главная задача оперативного штаба района ставилась перед правоохранительным органом – сохранить жизнь оказавшегося в данном здании заложников и захватить или ликвидировать предварительных преступников. Главный итог уже подводит в оперативном штабе. Все поставленные задачи выполнены, учения прошли успешно. Руслан Албагачиев, Магомед Урусханов, Новости 24. Модное движение среди молодежи. В ближайшем будущем, возможно, именно так и будут называть юнармию. Это и неудивительно, поскольку появившийся в жизни молодых людей страны лишь пару лет назад этот патриотический проект постепенно заманивает в свои ряды все больше школьников. Для желающих быть в числе общественно активной молодежи провели смотр в Сунжинской школе. С новобранцами пообщалась Мария Местоева. Совсем недавно в регионе произошло большое событие. Ряды молодого патриотического движения «Юнармия» пополнились 1000 новобранцев. Ребята из разных школ республики стали одной большой семьей, объединенной общими целями. Перед главой региона, полковником Вооруженных сил России Сергеем Гусевым и начальником главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрием Труненковым ребята принесли клятву верности. Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Клянусь! Честью и гордостью нести высокое звание юнармейца. Клянусь! С того дня минуло уже несколько недель, а юные новобранцы уже в полной мере успели освоиться в новой роли. Амина Джимханова учится в 3-й Сунжинской школе. В ряды юнармейцев вступила из-за популярности движения среди ребят ее возраста. Но и заводить новые знакомства теперь намного проще. Я все-таки благодарна за то, что мне предоставили такую возможность. Недавно мы ездили в Магаз, там нас объявили новыми юнармейцами. Там было множество мероприятий, тем более нам в подарок дали эти значки. Интересно, конечно, мы с ребятами любим маршировать, а так у нас атмосфера дружная, все веселятся, думаю, что это была хорошая идея. А вот Магомеда Батажева привлекла именно возможность военно-патриотического развития. Дедушка Магомеда ушел на фронт в юном возрасте. Выросший на рассказах о подвигах дедушки, мальчик уже давно определился с будущей профессией. Юнармию считает хорошим стартом. Это очень интересно. Ты там
Если военный, то защищаешь родину, да, и ты в обществе, и все тебя уважают, потому что ты становишься как бы героем. Перед началом смотра ребята заметно нервничают и про себя повторяют слова речевок. Кураторы проекта в школах уверены, что движение поможет ребятам всесторонне развиваться и учиться ответственности. В нашем городе всего 138 ребятишек в юнармии. В параллельных классах сейчас наших ребятишки очень хотят тоже попасть в это движение. Они приходят, мы принимаем их заявки и потихоньку, думаю, мы будем расширять. Сунжинские школьники демонстрируют, чему научились за короткое время. Для юнармейцев это не просто громкие слова. Каждый из ребят верит в это всем сердцем. Такой своеобразный смотр юнармейских отрядов проводит начальник Ингушского штаба военно-патриотического движения Мадина Богатырева. Для нее, как для руководителя, важно показать новобранцам, что каждый из них особенный. Бывает обидно, потому что когда их было мало, я знала каждого ребенка. Я видела глаза, я видела эмоции. Сейчас их 1000 с лишним, и до каждого дойти не получается. Но сегодня есть такой шанс. Вы знаете, у них столько эмоций. Мне кажется, это движение будет жить еще долго и долго. Ну а завершилось мероприятие на творческой ноте. Члены движения исполнили патриотические песни. Пускай юнармия еще довольно юная, как и ее приверженцы, но с каждым месяцем движение пополняется новыми членами, которые в будущем станут достойными представителями своего народа. Мария Мюстаева, Магомед Урусханов, Новости 24. В России вступили в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Согласно новому регламенту, человек, желающий сдать экзамен на ГИБДД, должен пройти проверку, подтверждающую обучение в автошколе и результаты медосмотра. Изменения произошли и в практической части экзамена. К примеру, в случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка «не сдал». Также для сдающих на категорию А стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование». Кандидаты в водители тоже ожидают новшества. Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях. При устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. Территорию площадки обработают противогололедными средствами. Султану Шадиеву исполнилось 80 лет. Это событие отметили в Национальной библиотеке. Там прошел юбилейный вечер писателя. Работники библиотеки представили посетителям различные работы Шадиева, в том числе биографические и литературоведческие материалы. Слово Залине Магушковой. Ветеран журналистики, писатель, переводчик, научный деятель, сферы, в которых успела отличиться Султан Шадиев на протяжении 55 лет своей трудовой деятельности, можно перечислять долго. В Национальной библиотеке собрались его друзья и коллеги, чтобы выразить научному деятелю слова благодарности и почтения. С Султаном Арсаланковичем мы работаем в одном научно-исследовательском институте и в одном отделе, в отделе ингушской литературы и фольклора. И даже работаем в одном кабинете. Мне очень отрадно это отметить, хотя бы потому, что для меня, как, я не скажу, что молодого специалиста, он сделал очень много и дал очень много. Я вообще его считаю своим наставником во всех моих хороших начинаниях. Начиная с 1964 года Султан Шадиев работал корреспондентом в Грозненской студии телевидения и газеты «Сердало». С 1979 года был заведующим редакцией учебно-методической литературы Чечено-Ингушского книжного издательства. Трудился Шадиев и в Министерстве печати и информации, а также в социальных органах защиты населения. Он входит в Союз писателей и журналистов страны. Одно из важнейших направлений в его деятельности – работа над учебниками для школьников и методическими пособиями для начальных классов. Очень ценно то, что вы пишете для детей. Я всегда отношусь особой теплотой и трепетностью к людям, которые пишут для детей. Потому что только человек, глубоко озабоченный сохранением родного языка, будет писать для детей. Потому что интерес, любовь к родному языку надо прививать с детства.
В разные годы он пробовал себя и в драматургии, и в переводческой деятельности. В его творческом активе переводы пьесы узбекского драматурга «Железная женщина», с успехом прошедшей на сцене ингушского театра. А с киргизского языка Шадиев перевел сказку для детей «Хитрый Ашик». Есть также переводы разных произведений с чеченского и русского на ингушский язык. В то же время он известен как автор многих публицистических работ, журнальных, газетных статей. Вот в связи вот с этим, вот в этом плане. И помимо этого и научная деятельность его, она связана с именами многих наших известных ингушских писателей, их биографии, их творчества. В свои 80 лет Султан Шадиев продолжает вносить вклад в образование и просвещение республики, а также в развитие ингушского языка и литературы. Сейчас он трудится в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева в отделе ингушской литературы. Мы готовим несколько томов на русском языке исследования нашей ингушской литературы. Почему? Потому что на ингушском мы издали уже 4 тома исследований. Сейчас ведем исследования литературы, начиная с 19 века, кончая современным периодом. В этом году Султану Шадиеву также присвоили звание почетного гражданина Сунжи, где он живет более 20 лет. В Национальной библиотеке в честь юбиляра подготовлен выставочный стенд, на котором представлены произведения Шадиева, изданные в разные годы, в том числе и в коллективных сборниках, а также биографические и литературоведческие материалы. Залина Магушкова, Мэрбек Миржоев, Новости 24. Сотрудники Краеведческого музея приступают к анализу генеалогических древ. Материал предоставили посетители музея. В сборе документов участвовала и увлеченная историей молодежь. Результаты изучения родословной ингушских тейпов будут представлены на национальной выставке, которую планируется провести после открытия нового здания музея. Евлойский тейп, сага. К нему, евлойскому тейпу, идут где-то более 40 фамилий. И ведь правильно говорят, историю пишут сами люди. С таким посылом и решили запустить новую акцию в Музее краеведения имени Тугана Мальсакова. Идею предложил директор Магомед Сагов, а жители с радостью откликнулись на такую инициативу. Буквально на второй день весь стол был завален родословными разных тейпов. И это лишь часть из переданных посетителями документов. Мы знаем, что у ингушей более 100 тейпов, у которого 800, где-то более 830 фамилий. И вот мы устанавливаем этим генеалогическим сбором древ ингушских тейпов, устанавливаем, чем занимались наши предки. Все началось с акции «Подари музею экспонат», в рамках которой жители начали сдавать в музей ценные исторические реликвии, среди которых оказалось много картин и фотографий представителей ингушских тейпов. Так Алаудин Базоркин подарил 2 живописные картины представителей его рода. Бунхо Базоркина, первого царского генерала среди ингушей, и автопортрет Мурада Базоркина. Так зародилась мысль о проведении еще одной акции. Загоревшись идеей, свой вклад носит и молодежь, будущие историки. Когда к нам приходят студенты, мы просим, чтобы они сделали древо своих фамилий. Мы их сопоставляем, в дальнейшем изучаем эти древа, находим общие. По законам наших предков, каждый ингуш обязан был знать свое семейное древо. До 7 поколений родственных уз с обеих сторон. Незнание своих корней считалось недостойным. Учеными давно доказано, что ДНК человека как раз и образуется с помощью генетических данных этих 7 поколений. Информация о других предках автоматически стирается, заменяя ее новыми данными родителей. Но кроме научной точки зрения, здесь играет роль и другой аспект. Вот в последнее время мы растеряли ценности семьи, мы растеряли свои корни, идет к этому. То есть сегодня заканчивается знание о своих предках 2-3 коленом. То есть человек не может назвать 5-го своего прадеда, 7-го прадеда. А раньше наши прадеды и деды могли называть 27-го, 37-го, 40-го своего прадеда могли называть. Сведения о родословной могут быть и неточными. В ингушских семьях их собирают, основываясь часто на рассказы и воспоминания старших, подчас не подкрепленных фактами. И работникам музея еще предстоит провести тщательный анализ всех собранных материалов. А экспозиция для посетителей откроется уже в новом здании музея в Магасе, когда завершится его строительство. Дана Плиева, Магомед Урусханов, Новости 24.
Необычную экскурсию провели для учащихся гимназии МАГАС. Ребята знакомили не с памятниками или достопримечательностями, а с электрическим организмом большой подстанции. Ингушэнерго провело День открытых дверей в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». Путешествие в мир сложного кабельного хозяйства и тончайшего разветвления проводов оказалось для гимназистов познавательным. Материал нашего корреспондента. При входе на подстанцию никаких игр. Все слушают внимательно, ничего лишнего не трогаем. На подстанции высокое напряжение 110 тысяч вольт. После обязательного инструктажа по технике безопасности для ребят открывается мир энергетики. Здесь школьникам рассказывают о деятельности энергокомпании, ее истории и о перспективах развития на ближайшие годы, а также о нюансах профессии, требующей не только специальных знаний, но и высокой ответственности. Работа опасная. Значит, первое, что должно стоять во главе, это безопасность при эксплуатации электроустановок. Жизнь человека, она превыше всего. Делясь впечатлениями, девочка рассказывает, что сегодня узнала много нового и интересного. Мне кажется, подобного рода акции надо проводить почаще, так как для нас это живая практика, так как в 7 классе у нас появился новый предмет физика, и для нас это очень любознательно. После общей экскурсии ребята посетили рабочие места сотрудников, диспетчерский пункт и сердце подстанции «Главный щит управления», где ребятам предоставили возможность увидеть работу изнутри и понять, насколько важна и ответственна профессия энергетика. Точно так же вот есть, вот видите, да, 35 киловатт линий. И вот наверху, да, вот управление было 110 киловатт. Лектором практического занятия для школьников выступил первый заместитель директора и главный инженер филиала Рамзан Таршхоев, который рассказал, что их цель – привлечь внимание детей к важности бережного отношения к электроэнергии. Плюс также немаловажный аспект данной акции – профилактика детского электротравматизма. Детям по их энтузиазму было видно, что им очень интересно, было много вопросов. Значит, кратко рассказали работу нашу, каким образом устраивается день в этом РЭСе, районных электрических сетях, функции, обязанности персонала. Значит, рассказали один день электромонтера. Сегодня очень важная для нас, для наших детей была экскурсия. Очень познавательная. Руководители этой организации объяснили нашим детям, как себя вести с электроприборами, насколько это важно, беречь нашу электроэнергию. Лучше один раз увидеть, что ребята и сделали. Пройденный материал школьники усвоили хорошо и обещали впредь беречь электроэнергию. Зарема Ивлоева, Хава Ивлоева, Рамзан Зурабов. Новости 24. Впервые в этом году ремонт ингушских многоэтажек будет проведен за счет самих жильцов. Минстрой пояснили, расходов на капремонт власти не понесут, так как сбор взносов в фонд капремонта с владельцев квартир их приятно удивил. До сих пор расходы на ремонт покрывались за счет средств из республиканского бюджета, так как жильцы в большинстве случаев не вносили необходимые платежи. Собираемость составляла около 2%. Ситуация начала меняться только в прошлом году, когда общий показатель взносов составил 39% от необходимого. Ну а в этом году собственники квартир перевели на счет фонда капремонта всю сумму. Она составила 4 миллиона рублей и пойдет на ремонт 8 многоквартирных домов в Малгобеке и Назране. Такой результат в министерстве объясняется активизацией разъяснительной работы с населением. В частности, информирование и поквартирный обход жильцов многоэтажек, а где-то и взыскание по решению суда. 21 и 22 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе в Сунже состоится открытый турнир Сунжинского района по спортивной борьбе «Грэпплинг Сунжа Open 3». В первый соревновательный день на ковер выйдут спортсмены двух возрастных групп – дети от 12 до 13 лет и юноши от 14 до 15 лет. 22 октября померятся силами борцы старшего возраста. До 19 лет юные грэпплеры оспорят звание сильнейшего в более чем 40 весовых категориях и поборются за призовой фонд турнира. Команда победителя, а также сборные, занявшие призовые места, помимо традиционных грамот и медалей, получат денежные поощрения. Турнир открытый, поэтому к участию в нем приглашены не только представители борцовских школ Сунжинского района, но и спортсмены из других населенных пунктов республики, а также регионов СКФО. Уже известно, что помимо региональных грэпплеров в соревнованиях примут участие представители Чечни и Кабардино-Балкарии.
К соревнованиям готовятся и бойцы смешанных единоборств. 21 октября в Ингушетии пройдет турнир ММА среди взрослых. Его организаторы находятся в поисках новых бойцов, способных добиться успеха в этом виде спорта. Подробности о предстоящих состязаниях у Тамерлана Хамхоева. Битва в горах, битва нартов и в Назране. Эти турниры на слуху у многих любителей ММА в последние несколько лет. Поболеть за земляков и посмотреть на зрелищные поединки просто долг велит. Потому трибуны и заполняются до отказа. Другое дело, что кто-то из спортсменов хочет увидеть себя в деле, а не только наблюдать за схватками своих земляков. Для этой цели и проводится турнир по ММА среди взрослых. Для себя лично, как руководитель федерации, и для моих помощников, для моих замов, для всех людей, кто так или иначе задействован в сфере ММА, именно в нашей республике, всех тренеров, мы все будем собираться, смотреть и, можно так сказать, отслеживать тех или иных там потенциальных новичков. И уже в дальнейшем будем отбирать их на битву на Назране. А уже большие крупные турниры, битвы нартов, там уже будет чуть посложнее. Мы хотим выработать такую систему, что бойцы, которые выступили на битве на Назране и выиграли 3 боя, только они имеют право выступать уже в более крупных турнирах челленджа, так называемых. В Ингушетии уже функционирует несколько бойцовских клубов, к которым можно смело добавить приставку «топ». В залах занимается немало ребят, которые ставят перед собой самые высокие задачи. Выявить перспективных бойцов и оценить уровень ММА в регионе, что в последние годы набрал огромную популярность, цель вполне осуществимая. Мы планируем проводить эти турниры каждый квартал, то есть каждые 3 месяца один турнир такой среди любителей, чтобы общий уровень наших бойцов, чтобы наши ребята имели хоть какой-то соревновательный опыт, чтобы они больше участвовали в соревнованиях, потому что у нас не получается часто выезжать, как бы хотелось бы нам за пределы республики, участвовать в тех или иных соревнованиях. Соревнования стартуют 21 октября, а за день до этого пройдет официальное взвешивание участников. Заявлено несколько весовых категорий. Экипировка, рейдж, техническое оснащение – все готово. Осталось дождаться поединков, а сами спортсмены на данный момент усиленно тренируются. Мы придерживаемся критериев Союза ММА России. У них есть уже определенные свои веса, уже там порядка 8 весовых категорий. Единственный такой момент, у нас таких турниров не было. Сегодня Союз ММА России проводит взвешивание в день соревнований. То есть утром ты взвешиваешься, и в этот же день ты уже дерешься. А мы сделаем по-другому. Почему? Потому что у нас первый турнир. Мы хотим как-то ребят как-то правильно подвести к этим турнирам. Через турнир, я думаю, даже следующий турнир мы сделаем также по таким же стандартам, как и делает Федерация ММА России уже. Для победителей Федерация ММА Республики предусмотрела денежное вознаграждение. Впрочем, финансовая составляющая для спортсменов далеко не на первом месте. Гораздо важнее старт, как они смогут заявить о себе перед взыскательной ингушской публикой, которая подобные турниры видит уже не в первый раз. Тамерлан Хамхоев, Гапур Черкиев, Новости 24. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.